И первая новость от наших друзей Общественного народного фронта Якутии. Проблема вывоза снега стоит сейчас остро в столице Якутии. И поэтому создаются площадки резервные, куда складируется снег, а потом переводится на официальный полигон. И такой резервный полигон создали в районе птицефабрики города Якутска. И здесь на защиту своей территории, так скажем, стала жительница Якутска Мария Павлова, которая считает, что скопление снега уничтожит дорогу, которую они сами построили. Противостояние Марии с КАМАЗами, которые вывозят снег, длилось 3 дня. И в это вмешался Общественный народный фронт Якутии. Живу под горой вот там, и каждый день по нескольку раз езжу по этой дороге. Мы эту дорогу ремонтировали 10 лет, засыпали, поднимали. Приехали КАМАЗы из администрации города и начали засыпать. Это понятно, что сейчас тут вырастет гора снежная, и когда он начнет таять, самое первое, вода, грязная вода, она вся уйдет в Сыргалявское озеро. Мы жители Сот-островок, живем, получается, между двумя озерами. И если вот полигон растает весной, да, и талые воды спустятся на озеро, и у нас там единственная дорога, дамба. Если там уровень дамбы, воды повысится, то дамба потопнет. Если поднимется вода, вот это вот то, что стоит с краю дома, они могут подтопиться. Да. Согласно требованиям, минимум должно быть 50 метров от водоохранной зоны. Как мы видим, тут даже и 10 метров нет. Мы сейчас в срочном порядке готовим обращение в прокуратуру республики Саха-Якутия для принятия мер прокурорского реагирования. Сейчас я нахожусь на резервном снежном полигоне окружной администрации города Якутска. Это было заявлено о том, что открылся второй резервный полигон. Как открылся, так и закрылся. Благодаря одной мужественной женщине. Я не знаю, мне так обидно стало, что мы 10 лет, город никак не помогал нам. 9 часов вечера под покровом темноты мэрия опять отправила КАМАЗы. Видите, там сколько машин стоят. Это все груженные КАМАЗы снегом. Ждут, пока я уеду. Я, Мария Павлова, буду стоять тут до последнего. Я не уйду. Я не дам испортить нашу дорогу. Короче, меня начинают задерживать. Пожалуйста, спокойно. Девушка, не трогайте. Девушка, не трогайте меня. Девушка, руку уберите, пожалуйста. Уже плакала, уже, честно скажу, что у меня, я думала уже все. Мне сейчас кажется, как будто снизошли с неба 2 отважных мужчины. Все, не бойся, мы пришли, все хорошо, заберем твою машину со штрафстоянки, все нормально. Они объяснили, что до озера Сыргаляха от этого полигона только 30 метров, хотя по Санпину должно быть 100 метров до водоема. Этот снег, который вы привезли с улиц, считается мусор. Категория опасности 3, и оно должно находиться в специальном месте, огороженном, складироваться. Обращаюсь к администрации города. Если вы не уберете весь этот мусор, который сейчас растает, мы жители подадим на вас в суд. Наша программа не против снежных полигонов, но делать надо все по закону и оповещать жителей столицы Якутии, как это сделал глава городского округа город Якутск Евгений Григорьев, отчитавшись на 24-й очередной сессии Якутской городской думы. Состоялась 24-я очередная сессия Якутской городской думы. Мы рассмотрели 12 вопросов. Первым вопросом 24-й сессии депутатов Якутской городской думы стал отчет о деятельности окружной администрации города Якутска за прошлый год. Отчет представил глава города Якутска Евгений Григорьев. Городские депутаты утвердили отчет мэра Якутска, исходя из представленного материала по выполнению государственных программ, утвержденных Федеральным центром, правительством Республики Саха-Якутия и указов президента России. Ну, конечно, нельзя говорить, что глава города Якутска не работал, и окружная администрация в целом. На то они и работники муниципалитета, чтобы работать.
По завершению отчета городские депутаты задавали свои вопросы. О регулировании общественного транспорта и пассажиропотока, о проблеме водоснабжения частного сектора, выделением земельных участков для строительства социальных объектов. К сожалению, понятных ответов от мэра Якутска не получили. Особенно удивил ответ о деятельности городского благотворительного фонда «Победа», куда горожане перечисляли однодневную заработную плату в помощь специальной военной операции по призыву мэра Якутска. Теперь городской благотворительный фонд «Победа» является УНКО с 5 учредителями и поэтому имеет право отчеты мэрии Якутска не предоставлять. Действительно, рядовому человеку сложно понять, где национальные проекты, где республиканские. Может быть, мэру города Якутска надо говорить всегда: мы совместно сделали то-то, то-то, то-то. Точку в отчете мэра Якутска поставила контрольно-счетная палата, отчитавшись перед городскими депутатами. Вторым вопросом 24-й сессии депутатов Якутской городской думы был принят отчет контрольно-счетной палаты города Якутска. Основными задачами палаты являются контроль за соблюдением финансово-бюджетного законодательства, расходования бюджета городского округа город Якутск и контроль за объектами муниципальной собственности. И контрольно-счетная палата, она провела очень огромную работу в 2025 году. Проведены контрольно-аналитические мероприятия. Председатель контрольно-счетной палаты очень подробно нам рассказал. Также единогласно принят отчет. Контрольно-счетной палатой Якутска проверено бюджетных, муниципальных средств на сумму более 29 миллиардов рублей. По итогам проверок выявлено 522 нарушения и недостатков на общую сумму более 2 миллиардов 700 тысяч рублей. Когда за бравурным отчетом идет отчет счетной палаты и там нарушение на 2 миллиарда, понятно, в каждом хозяйствующем субъекте есть такие нарушения, но однако, как показывает статистика, из года в год сумма увеличивается нарушений. Я не вижу фамилии, имен, отчеств должностных лиц, которые это совершают. И привлечены ли они к дисциплинарной или административной ответственности, или, может быть, уволены. Подробный отчет о нарушениях окружной администрации города Якутска и подведомственных организаций, принятый Якутской городской думой, представлен в специальном издании контрольно-счетной палатой города Якутска. Депутаты Якутской городской думы в ходе 24-й очередной сессии приняли еще один отчет. Отчет межмуниципального управления Министерства внутренних дел России и Якутска также за 2025 год. Согласно докладу начальника межмуниципального управления МВД России Якутской Алибека Даутова, в 2025 году в Якутске зарегистрировано 8600 преступлений. Доля тяжких и особо тяжких составила 43% от общего числа преступлений. Зафиксирован резкий рост преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и киберпреступлений на 52% по отношению к прошлым годам. Положительная динамика отмечена по преступлениям против личности, снижение на 11%, по грабежам снижение на 49%, по разбоям на 40% и по мошенничествам снизилось на почти на 8%. Уличная преступность снизилась почти на 10%. В рамках проектов «Безопасный город» общее количество подключенных к системе камер видеонаблюдения достигло 1021 видеокамеру. По итогам 3 кварталов 2025 года с использованием камер видеонаблюдения в Якутске раскрыто 362 преступления и выявлено 371 правонарушение. Главной проблемой управления остается нехватка кадров. Остро стоит вопрос отсутствия в Якутске собственного спецприемника для арестованных. В основном вопросы городских депутатов касались работы наливаек и открытия новых опорных пунктов полиции в столице Якутии. Данную работу управление МВД России Якутской ведет на постоянной основе, но нужна поддержка Якутской городской думы. Депутаты рассмотрели и приняли изменения в бюджет городского округа город Якутск. Сейчас у нас предполагается рост доходов на 1 миллиард 200 миллионов рублей. Эти средства у нас поступили в первую очередь от вышестоящих бюджетов и по реализации договоров КРТ, это комплексное развитие территорий. Расходы у нас составляют 1 миллиард 630 миллионов рублей. Они будут направлены прежде всего на отрасль образования, жилищно-коммунальное хозяйство, устройство территорий, на социальную инфраструктуру, дорожное хозяйство, ну и в целом на национальную экономику. Городские депутаты приняли решение на 24-й очередной сессии перенаправить средства в размере 5 миллионов, ранее зарезервированные для проведения праздника Эссех в Республике Татарстан, на программу «Светлая столица» городского округа город Якутск.
Мы рассмотрели вопросы, связанные с внесением изменений в правила землепользования застройки на территории городского округа города Якутск. Решением городских депутатов принята таблица правил землепользования. Ранее прошли публичные слушания по этому вопросу без инициатора окружной администрации города Якутска. Садоводы города Якутска не поддержали введение зоны с 4 огородничества в зону садоводства. Территориальная зона у нас регламентируется правила землепользования и застройки города Якутска, где конкретно регламентируется, какие зоны могут быть в той или иной части города Якутска. Ну, так как С4, там можно только огородничество вести, нельзя никаких построек, то есть дачный дом, поэтому мы исключили данное предложение окружной администрации. Решение принято. И сообщаем в память о работниках культуры, ушедших от нас, Роберта Яновича Лавидаса, первого аниматора Якутии, и его матери, заслуженного работника культуры Якутии Галины Алексеевны Шелковниковой, объявляем сбор средств на установку нагробного памятника. К сожалению, у них нет ближайших родственников. Сбор средств будет производиться от реализации книги Галины Алексеевны Шелковниковой. Она любила свою родину, свою страну. Она учила детей Якутии рисовать. Она заложила крепкий фундамент в развитии детского творчества в изобразительном искусстве Якутии. Благодаря ей был собран прекрасный фонд «Рисуют дети Якутии». Галина Александровна Шелковникова, отличник культуры СССР, заслуженный работник Министерства культуры Якутии, ветеран педагогического труда. Ее именем названа детская картинная галерея. Ушла из жизни 3 года назад. Ее сын Роберт Лабидас, режиссер-аниматор, член Союза кинематографистов России, ушел из жизни полгода назад. Близких родственников нет. Для подготовки и установки памятника матери и сыну предлагаем выкупить книгу Галины Шелковниковой «Землю Аланхо. Рисуют дети» за 600 рублей. Книга находится в магазине исторического парка России «Моя история». Все вопросы по телефону 8 914 758 111 сообщением или на электронную почту okrup.tv@mailsobaka.ru. Теперь телепрограмма «Другие новости» выходит каждую неделю в четверг в 13:15 в обед и в воскресенье 19:40 вечером. Смотрите нас.